Молодежь за здоровый образ жизни, без наркотиков и алкоголя. Эти юноши на татами доказывают, что в жизни сделали правильный выбор, полностью посвятив себя спорту. Рамин Магушков уже успел провести на турнире 4 схватки, одержав уверенные 4 победы. Сейчас ему предстоит сразиться за первое место. Отлично проведя бросок, Рамин добивается победы на кубке. Этот успех ожидаем, учитывая уровень его подготовки и количество выигранных соревнований. Выступать на турнире и на своем примере показывать свой протест против наркотиков для юноши очень важно. Я думаю, лучше заниматься спортом, а не курить и употреблять наркотики. Как долго ты занимаешься дзюдо вообще? Я занимаюсь 6 лет. Какие у тебя успехи уже есть? Я до спорта республиканских соревнований занимал первое место. Сегодня как получилось выступить? Сегодня получилось хорошо выступить первое место. В турнире на Кубок главы Назрани участвуют свыше 20 ребят. Все юноши – воспитанники школы дзюдо имени Хасана Халмурзаева. Турнир направлен прежде всего на популяризацию здорового образа жизни. У нас сейчас в городе проходит месячник профилактики наркомании. Мы сами понимаем, насколько болезненна эта тема вообще в республике. И у нас в городе она. Мы сейчас проводим различные мероприятия, приуроченные к этому месячнику. Вот одно из них, чтобы пропагандировать именно здоровый образ жизни, показать наших красивых, здоровых детей, что они занимаются спортом, что наркомания – это плохо, а спорт и здоровый образ жизни – это хорошо. За ходом схваток следят приглашенные гости. Министр спорта Ингушетии Али Дошхоклоев считает, что подобные турниры – отличное подспорье для пропаганды спорта и здорового образа жизни. Сегодня в Ингушетии создают необходимые условия для продвижения различных спортивных направлений. Самое лучшее лекарство для наркомании – это, конечно, спорт, это движение, это массовый спорт, спорт высших достижений. Поэтому сегодня мы работаем для того, чтобы вовлечь наших граждан в систематический спорт, и чтобы мы создаем для них условия, разные площадки. Я надеюсь, что у нас будет хороший показатель именно вовлечения в спортивную сферу. Победители и призеры получают кубки и грамоты из рук главы администрации Назрани. Для молодых людей очень важно видеть, что их достижения не оставляют без внимания. В каждой из 5 весовых категорий лишь один чемпион. Все эти ребята хорошо знакомы друг с другом. Это значит, что реванш можно будет взять уже завтра на тренировке. Подобные мероприятия в рамках месячника антинаркотической направленности будут проводить как можно чаще. Ведь здоровая нация – гарантия процветания всей страны. Идрис Ижиев, Хасмагомед Майсигов, Новости 24.